Это видео я посвящаю своим людям, точнее говоря, людям, которые записались ко мне на курсы русского языка. Я отправлю каждому из вас. Во-первых, я сейчас расскажу вам 5 правил. Первое. Чтобы понять, чтобы заговорить на русском, это недостаточно просто понять. Допустим, мы тему поняли, мы молодцы, супер. Тему поняли. Например, возьмем тему предлоги «вы» и «на». Да? Вы поняли тему. Вы молодцы. Это уже хорошо. Это первый шаг. Но надо сделать 3 шага, чтобы был результат. Это первый шаг. Вы поняли тему. Супер. Второй шаг. Нужно запомнить. Третий шаг. Использовать. Если мы прям не вникли, не запомнили тему, мы все равно не можем говорить. Я сейчас объясню. Например, если вы один раз посмотрели ту же тему предлоги «вы» и «на», да, где ставится «на», где ставится «вы», это не значит, что вы автоматически уже говорите правильно. Нет. Вы привыкли их путать. Вот эта привычка, которая вы, может, вам 20, 30, 40, 50, да, вот сколько лет, 30 лет вы употребляли это неправильно, и вдруг бамс, bir урок, который 15-20 минут или вақытты, 15-20 минут урокты қарадыңар, все, жашы өзгеріп кетеді. Нет. 30 жылдық привычканы 15 минутменен жоюға болмайды. Чтобы вот это, чтобы тура информация, тура то, что вы взяли оттуда, чтобы вот тілге шығыш үшін алға жаққа сіңіш керек. Вы должны это запомнить, вы должны это повторять. Иногда мы ленимся, прям жал қолына ұстау, вот прям бір жолы көрдім, вроде түсіндім ғой, а неге менде результат болмай жатады? Наверное, курс не то. Или, может, со мной не так, вот курсқа қатысқандар сөйлеп атпай, а почему и сразу у нас негативка кетеді? Нет. Понять, запомнить, потом употреблять или использовать. Когда я говорю на русском, я в голове не думаю, сейчас женский род айта салам, анан винительный падежді болдырам, анан могу предлог менен сөйлейм. Нет. Готовые варианты мне предоставляет мой мозг. Мен маған даяр вариант, даяр сөйлемді береді, мен аны сөйлеймін. Потому что уағында мен вот то, что вот тут знание, бұл жаққа жүктөгөнмүн. И ошол тура жүктөлгөн информацияны мага тілге шығарып береді. С вами точно будет так же. Вы вот сейчас вот винительный падеж менен жүдөп аткандарыбыз бар арабызда, я знаю. Я знаю, винительный падеж менен родительный падежди айырмалай албай кыйналып аткандарыбыз бар арабызда. Я знаю, но это не навсегда. Вы не думаете, что навсегда ли мен ошолорду путать этип, же ошолор менен мучиться этип жүрө берем. Нет. Это начальный этап, когда мы прям осознаем информацию, когда мозг меге прям сознанияға сиңдиргидей кылып жастырып киргизсек мага тура информация, тогда автоматически тилибизден тура варианттар, тура сөздөр, керектүү сөздөр. И самое главное, грамотная речь у нас будет. Правильная, грамотная и красивая речь. Следующее. О мотивации. Да, мы знаем мотивацию, нам нравится мотивация, говорим. Вот то, что у вас есть мотивацияның бардығы привело вас к тому, что вы записались ко мне на курс. Или начали читать какую-нибудь книгу. Вот мотивация болды. Же курсқа жазылдыңар, же кітап оқып баштадыңар, же спортом начали заниматься. Ну вот, мотивация негізі ошоға алып келеді. Но через 2-3 дня, максимум неделю, от мотивации и следа уже нету. Прям изида қалбады мотивация. Уже не хочется, уже не... Это совершенно нормально, это бывает у всех. Мотивация с нами не навсегда. Мотивация нужна, чтобы просто начать. Мотивация баштап бергенге ғана жардам берет. Андан кейін кетет ал. Пока. А заканчивает сила воли. Эркибиз бүтүрөт. Вы не подумайте, азыр вот мотивация мен зажженный, мен окуйм, мен кыйратам, мен бүтүрөм деп атканыңар до конца болбойт. Придет время, уже тетрадь очкан, конспект очкан, для вас это будет тяжело. Урокты карап, задание аткарган, вам будет тяжело, вам будет скучно. И это абсолютно нормально. Это бывает у всех. Просто не сдавайтесь. Просто не сдавайтесь. Я вам скажу вот слова. Если нет желания учиться, читать, учитесь без желания. Читайте без желания, и все. Нет такого, у меня желания нет, укыганга эмес, значит желание собой бер. Все. Вот тогда именно такие люди идут до конца. Ошондой кишилер гана до конца барат.
Только такие люди аяғына шығып, результатқа жетіп, они довольные, вот эту проблему русского языка они решили, все уже, дальше уже башқа проблемаларды, башқа цельдерге өтеді. А то біз жылдап жүрөбүз. Ко мне записываются обратно люди, которые у меня 2 года назад учились. Год назад учились, в смысле, да мурда 2 жыл мурун окугам, бүтпөй калгам, кайра жазылдым. Вот представьте, вот этот 2 жыл кайда кетти. И в конце жыйынтыктайлы, вот понять тему, запомнить, использовать. Первое. Второе. Не жди мотивации. Вот мотивация келет, и она окуп баштайм иштеп. Нет, просто что-нибудь делай. Учись. Последнее. Если нет желания учиться, учись без желания. Вот прям. Хватит тут прям придумывать всякие отговорки. Өзүңөр алдаганда токтоткула, просто продолжайте. И вот в конце концов прям завершите до конца.